В некоторых странах мира одновременно поднимаются две волны заболеваемости. Связано это со штаммами коронавируса Дельта и Омикрон. Во Всемирной организации здравоохранения дают неблагоприятный прогноз. Новый ковид-вариант распространяется по миру беспрецедентными темпами. Есть страны, которые закрылись на карантин. Начался общий национальный локдаун. И у нас в стране действуют ограничительные меры, но в более мягкой форме. В медучреждениях количество больных не уменьшается. В Гудаутской ЦРБ на сегодняшний день 90 ковид-больных, 62 средней степени тяжести, 26 в тяжелом состоянии. Течение болезни прежнее поступают на ранних сроках с уже большим поражением легких. Сказать, чтобы легко протекало заболевание, нет, достаточно тяжелое течение болезни. А привитых у вас много лежит вообще в больнице? И как протекает у них болезнь, если сравнивать с непривитыми? Привитые больные поступают. Обычно это если сделана одна прививка, когда еще идет инкубационный период, потому что все должны помнить о том, что после проведения вакцинации человек должен ограничить общение с людьми, чтобы не заболеть, пока у него не выработается хороший иммунитет. Но в основном все пациенты, которые попадали к нам после прививки, переносили заболевания более легко. А вот которые сделали два компонента и попали, они до реанимации доходят вообще? Бывает Нет, такое? Нет. В больнице проблем с медикаментами нет. Электрическое обеспечение на хорошем уровне. Работает дизель. Люди устали работать в таком режиме уже второй год. И силами одной нашей больницы мы не справились с самого начала. Практически 70% наших пациентов переводятся из других учреждений. Это Очимчирет Хворчал. В последнее время много пациентов поступают, переводятся от них. До этого очень большой процент было поступления у нас с Гагрского района. В Гагрском районе на сегодняшний день свыше 300 ковид-положительных. Большая часть проходит амбулаторное лечение. Стационарно лечатся 12 больных, 2 из них вакцинированы. У них болезнь протекает без осложнений. У нас есть пациенты, которым 35-40 лет тоже есть и в этом возрасте осложненный. Если сравнивать прошлую осень и вот сейчас состояние пациентов, конечно, они больше тяжелых пациентов. У нас больше детей стало, потому что в прошлом году это было буквально там 9-10 детей состояло на линии одномоментно, например, а сейчас у нас их свыше 50. В Тхуарчале и ситуация остается сложной. Здесь до сих пор действует карантин, который был объявлен еще 13 декабря. В районной больнице проходят лечение 17 ковид-больных, 15 средней степени тяжести, амбулаторно 41 человек. В общем, заболеваемость за 10 дней выросла. Дети болеют, обращаются к нам. Сегодня мы наблюдаем небольшой спад, пока, конечно, рано говорить. Есть возрастные пациенты, есть и молодые, болеют и дети. Как протекает болезнь у них? Болезнь протекает, если сравнить с тем, что было до этого за месяц, сейчас пациенты тяжелеют очень быстро, на третьи сутки. Высокая температура, падает резко сатурация и поражение 60-70%. У нас стационар рассчитан на среднюю степень тяжести. Тяжелых пациентов мы переправляем в Гудаутский госпиталь. На прошлой неделе 4 пациента, которые только обратились, на следующий день отяжелели с большим процентом поражения. 4 человека, 4 пациента было переправлено. А в Очимчирской ЦРБ неделю назад проходили лечение 30 больных, из них 3 в тяжелом состоянии. 2 были переведены в Сухумскую инфекционную больницу, 1 в Гудаутский госпиталь. Сегодня здесь картина иная. В больнице 19 ковид-положительных. Последние 10 дней клиника была очень сложная. Я говорю по тем пациентам, которых мы ведем у себя в стационаре. Было сложно, очень даже. Они задыхались или что? Вот сложность в чем? Клинически ухудшается состояние. То есть мы делаем все по стандарту, а все равно падает сатурация у людей. Низкая сатурация, пользуемся кислородной подпиткой. Кто-то, значит, на чистом кислороде идет, кто-то на оксигенераторах. И вот был момент, когда все было подключено и не хватало. То есть у нас 28 коек стационар, 30 человек мы поставили дополнительно, койки, значит, разместили больных. Как добавила Мадонна Кишмария, темпы вакцинации в районе средние. В день вакцинируются до 20 человек. Сегодня, например, 22 человека я подписывала документы на
спутник Ви второй компонент. Вчера мы первый компонент провакцинировали 16 человек. И каждый день у нас идут пациенты, которые вакцинируются. Есть люди, которые желают уже ревакцинации. Есть люди, которые действительно приходят, записываются, хотят и понимают, ради чего они это делают. Врачи призывают людей по возможности пересмотреть планы на предстоящие праздники. Отмена мероприятия гораздо лучше, чем потеря близкого человека. Сария Кварацхеля, Абхазское телевидение.